Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Предположить, что не будет третьей волны, наверное, это тяжело. Мы готовимся к тому, что будет рост. Ковид в ожидании третьей волны или как защитить себя? Эта дорога останется для нужд местного населения. Это будущие рабочие места, возможность развития экономики района. Трасса М-12 – самая большая стройка дороги в России. В чем экономическая выгода? Верить надо. Если вера есть у матери, ребенок всегда встает. Важно не зацикливаться на самой проблеме, а искать выход из сложившейся ситуации. Я смогу. Марат Ильясов, татарстанский Ник Вуйчич и целый мир для тех, кто однажды потерял надежду. В этот трудный для всех период хочется подпитывать себя позитивными новостями, но всегда полезно знать объективную картину. Давайте взглянем вот на эту карту. Это карта мировой вакцинации от агентства Bloomberg. Чем темнее страна, тем лучше. Это значит, что количество привитых граждан в этой стране больше. Это самая наглядная из известных мне карт. Посмотрите на Россию. Одна из самых светлых зон. У нас очень мал процент привитых. Я бы даже иначе раскрасил эту карту. Страны, где привитых много, надо бы красить светлой краской, а вот такие страны, как наша, где желающих немного, темной. Это действительно области тьмы. Чуть позже мы это увидим. Вот еще показательный график. Смотрите, в США привиты уже 70 миллионов человек, это 21% населения. В Великобритании 20 миллионов, это почти 30% населения. В Эмиратах 6 миллионов, 55% населения. В Израиле около 8 миллионов, почти 90% населения. Это мировой рекорд. И где Россия? А вот она где. Более 2 миллионов привитых, 1,5% населения страны. Посмотрим теперь, что у нас в Татарстане. Вакцину получили 75 тысяч человек, из них вторую дозу 15 тысяч. Использовано 70% от всех имеющихся комплектов доз, а их 108 122. То есть в наличии есть еще 30 тысяч комплектов. Но сколько нужно будет времени на то, чтобы привить эти 30 тысяч человек, я вам скажу. С нынешними темпами вакцинации нам потребуется чуть ли не месяц, чтобы потратить эти 30 тысяч доз. В масштабах страны это миллионы невостребованных вакцин. Вот в том числе откуда наше отставание от стран-лидеров. Дело в недостатке вакцин, а в недостатке... Впрочем, я воздержусь от подобных высказываний. Люди почему-то решили, что ситуация давно не требует решительных действий. На многих просто магически подействовало слово «спад», которое сейчас часто употребляется для описания ситуации в больницах и поликлиниках. Но почему специалисты в этом вопросе настроены не столь прекраснодушно? Об этом Михаил Любимов. Если стихло все вокруг, если многое кажется стабильным, скорее всего, это значит, что грядет очередная буря. Об этом говорил нам еще Бетховен. Затишье – вечный предвестник бури. Но никакой шторм не удивителен. Для него всегда есть свои предпосылки. Альметьевск. В этом городе сегодня тоже затишье, что и повсюду. Но и здесь уже готовится к тому, что вскоре, возможно, врачи уже не будут успевать нажимать на все те клавиши, которые пойдут на них уже третьей волной. Мы готовимся к тому, что будет рост. Не такой, конечно, критичный, как, например, в осенние периоды, но в любом случае рост будет. И поэтому мы призываем и активно ведем информационную программу в части того, чтобы люди вакцинировались все-таки. Но, к сожалению, с неохотой приходят. Госпиталь при ЦРБ работает с 18 сентября, и ни разу за все это время необходимость в нем не ослабевала. Не ослабела и сейчас. Затишье – это 85% занятых коек, 130 из 150. Мы вообще не увидели ни одной свободной. И никто из них, конечно, уже не думал, что вирус все еще рядом. Вот все так думают. Да, вроде вирус уже прошел, можно уже не бояться. Расслабились, да? Расслабились, да.
Да, я до последнего не верила, что есть этот вирус. Да вы что? До недавнего времени не верили? Ковид-диссидент. Пока мы не закрываемся, потому что есть определенные опасения относительно роста предстоящего и с ожиданием весеннего, так сказать, сезонного подъема ОРВИ в том числе. Из 3 ковидных площадок в городе закрылась лишь одна, да и та по приказу готова будет к принятию раненых уже через 48 часов. Но вы не знаете, сколько это продлится? Нет, абсолютно. То есть, если будет дана команда, естественно, мы сразу снова переквалифицируем. Это кожный диспансер. Вот эти шлюзы – двери в иное красное измерение, работавшие тут с ноября прошлого года, пока прикрыты шкафами, но, видимо, только пока. Ну вот это такой видимый признак, да, того, что здесь госпиталь. Ну да. И возможно будет. И возможно будет. У вас есть такие опасения? У меня есть, лично у меня есть. По той простой причине, опыт, что... Да? Опыт, да, и потом немножко население как бы расслабилось все-таки. Да, и по поводу вакцинации такое сейчас отношение какое-то не совсем нормальное. Альметьевским медикам расслабляться некогда. Они спешат дотянуться до каждого удаленного от райцентра уголка. Сегодня у них с собой 30 доз вакцины. Они объедут несколько деревень, но прививку получат лишь 10 человек. Говорят, людям холодно ходить в такую погоду по местным ФАПам. Но людям скорее прохладно, чем холодно. Пока не клюнул их еще 3-й петух. Да, очень многие говорят, мы подождем. Мы подождем. Чего непонятно, да, мы чуть попозже, мы подождем. И среди сельского населения, вот они вроде приходят, узнают и говорят, мы попозже. Да. Вся эта очередь в городской поликлинике тоже не на вакцинацию, а по другим кабинетам. На прививке почти никого. На весь район таким образом привито около 3000 человек. Капля в море. У людей, конечно, снижена ответственность. Ну, насколько я понимаю, предложение пока превышает спрос, да? Наверное, да. То есть вакцина есть в наличии, да, мы готовы вакцинировать, продолжить вакцинацию. Единственный придуманный людьми способ борьбы с пандемией – это вакцинация. Ну вот не придумали другого в принципе. Ну и на самом деле вот это затишье – это единственное, что нужно сейчас делать, это воспользоваться с возможностью привиться. Только так победим, другого варианта нет. Да, есть уверенность в завтрашнем дне. И это завтрашнее дно обещает быть ничуть не менее глубоким, чем предыдущие. Потому что его тут тоже затишье перед бурей. В одном из казанских торговых центров давно открыт пункт бесплатной вакцинации. Медики сидят здесь с утра до ночи и видят редких посетителей. Человек 30 за день на всю Казань. А могло бы быть в 3 раза больше, как минимум. Ну, то есть я представляю себе, то есть за 10 дней можно было бы 1000 привить, можно. Да? А получается 300 человек. 300 человек по максимуму, да. И, конечно, вся вот эта вот, весь этот пункт, он задумывался не для этого, потому что это совсем уж какие-то смешные цифры. Нет. По 30 да. человек. Хочется все-таки уж... Хочется больше. Мы хотим работать, мы хотим вакцинировать, мы хотим, чтобы у нас этот ковид наконец-то прошел. Еще в сентябре прошлого года мы говорили, что эта эпидемия, подобно взрывной волне от бомбы, трижды обойдет Землю. Жуткая эпидемия испанки столетней давности имела 3 четко выраженных пика. Или волны, как нам теперь привычно говорить. Многое говорит сегодня за то, что наш современник, наш китайский верблюд, тоже будет иметь эти 3 несхожих горба. То, что мы видели весной-летом, было лишь средним пиком, вершина была достигнута осенью-зимой, и вот впереди новая волна. Март или апрель, мы не знаем точно, но мы предугадываем, что-то будет. И мы снова к этому не готовы, хотя теперь уже многое зависит именно от нас. Предположить, что не будет 3-й волны, наверное, это тяжело. Надо мысленно себя настраивать на более тяжелые сценарии, чем на более легкие сценарии развития. Там, поверьте, мы еще только видим вершину айсберга. Потому что сам айсберг мы будем видеть в ближайшие 5, 7, 10 лет. Это очень тяжело, это тяжело видеть, как люди задыхаются.
И когда сами пациенты описывают ощущение, что я как будто бы нахожусь под водой и не хватает воздуха, это очень тяжело. И опять же, не говоря даже об осложнениях, да, и даже если пациент выживет, просто представить о том, что второй раз такое перенести, невозможно. Все, кто переболел, все говорят однозначно, только надо прививаться. В кардиологическом отделении 7-й Казанской горбольницы сейчас как раз те самые, кто уже смог разглядеть не только вершину айсберга. День, когда я попал в реанимацию и когда занялись мною, я буду считать вторым днем рождения. 2 недели в реанимации, 1,5 месяца на больничной койке и теперь вот здесь, в кардиологии. Ковид в прямом смысле слова оставил рану на его сердце, миокардит, поражение сердечной мышцы. Ковид – это не грипп и не пневмония, теперь он знает это. Говорят, ему еще повезло. К людям со слабым сердцем ковид беспощаден, и это тоже нужно знать. Мы смотрим бестолковые ролики в инстаграмах, в ютубах. Мы слушаем и читаем советы идиотов, которые хотят получить лайки и за это заработать деньги. Мы не слушаем советы врачей, профессионалов, специалистов. Имейте голову, имейте мозги. Если бы я мог представить, в какую ситуацию я попаду, неужели бы я не сделал эту замечательную или незамечательную, это право ваше, прививку от ковида, этого нашего чертова. Берегите себя. Слушать. Сегодня очень важно понимать, кого нужно слушать, как слушать и как интерпретировать эти паузы. Те, что уже говорят нам, что они не вечны. Смогут ли врачи этой весной успеть нажать на все эти клавиши, каждая из которых – человеческая жизнь? Нет. Они не успеют. И мы уже вряд ли успеем. Вряд ли успеем нажать хотя бы на свою личную клавишу «до». Хотя это кажется так просто. Но мы не умеем слушать или прислушиваемся не к тем. Нас убеждает лишь личный опыт. Но личный опыт может закончиться столь же внезапно, как и любая буря. И в этой тишине вас уже никто не услышит. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Что касается позитива, нам как нужны эти сигналы и в экономике в том числе. Но где их взять, когда кризис на дворе? И тем не менее, есть поводы и для оптимизма. Не зря теперь уже экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп говорил, плохие времена часто дают прекрасные возможности. Все дело в том, как воспринимать этот кризис. Можно его бояться и ставить задачу, как бы не упасть совсем, выжить. А можно ставить иную цель, как стать еще сильнее, мощнее, богаче. Как говорится, проси от жизни больше, получишь желаемое. Будешь просить меньше, получишь еще меньше. Какие это проекты, которые могут сделать весь Татарстан сильнее, благополучнее, комфортнее? Вот один из них, о котором мы уже упоминали в нашей программе. Строительство трассы М-12, которая пройдет по территории нашей республики. Как мы уже говорили, это не просто крупный федеральный проект. Фактически самая большая стройка автодороги в России. Это еще и часть международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Несколько цифр для понимания ситуации. По оценкам экспертов, на маршруте прохождения М-12 будет сконцентрирован основной портфель продуктов, производимых в кластерных отраслях. 70% автомобильной промышленности России, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии. Как подсчитали, новая трасса сможет принять до 70 миллионов тонн грузопотока. Макроэкономический эффект оценивают в триллионы рублей. Экономический импульс получат как и отдельные предприятия, так и регионы и страна в целом. В Татарстане это хорошо понимают. Строителям М-12 оказывается всяческое содействие как на уровне правительства, местных властей, так и отдельных компаний. Как идет эта важная работа в нашем репортаже. Красоту можно увидеть во всем. Согласитесь, в этой грандиозности строительства она тоже есть. Хотя основной этап работ по трассе М-12 с десятками тысяч строителей еще впереди, уже сейчас в начале пути дух захватывает от масштаба происходящего.
И тем не менее, вряд ли и он способен передать всю грандиозность и значение трассы. Для этого лучше вспомнить, что в экономике называют эффектом масштаба. Внушительные цифры даже по участку дороги, который пройдет по нашей территории, протяженность более 152 километров, стоимость строительства свыше 165 миллиардов рублей, сокращение времени в пути от Казани до Москвы с нынешних 12-13 часов до 6,5 часов. Однако уже в масштабах России эффект увеличивается на порядок. Протяженность 795 километров, скоростное сообщение, затрагивающее 5 регионов страны, макроэкономический эффект, измеряемый уже триллионами рублей. Но самое удивительное, что эти показатели меркнут на фоне возможностей, которые открывает перед нами в целом международный проект Европа-Западный Китай, частью которого является М-12. И все же сейчас, держа в уме эти знания, давайте опустимся с небес на землю. В данном случае на землю тех районов в Татарстане, по территории которых пройдет скоростная трасса. Лаишевский район, участок недалеко от деревни Орел. Чтобы понять грандиозность проекта М-12, надо понимать, что это еще не начало строительства автотрассы М-12, это строительство специальной автодороги, своего рода плацдарма, откуда будет подвозиться материалы и оборудование для строительства уже непосредственно трассы М-12. Если все же снова подняться на высоту птичьего полета, заметен масштаб, в данном случае даже не масштаб текущих работ, а масштаб того, что предстоит сотворить строителям, мостовикам, дорожникам. Вы только представьте то, что вы видите сейчас, временные будущие дороги и сооружения, и даже временный мост, который будет построен. Когда строители приступят к возведению моста настоящего, площадка должна быть готова идеально. Подъездные пути, временные дороги, проведены натурные испытания опор на открытой воде. Потому уже сейчас все строительные и иные работы идут в режиме нон-стоп, под строгим кураторством государственной компании «Автодор». Как нас заверили, важно, чтобы строителям не просто не мешали работать, а всячески помогали. И в Татарстане такое взаимопонимание есть как на уровне президента и правительства, администрации районов, так и на уровне владельцев земельных участков. Все вопросы у нас решены, никаких вопросов нет. Мы часть имущества ТАИ взяли в аренду, используем при строительстве. Это помогает вам? Конечно, да, это ускоряет. То есть мы, по сути дела, уже на берег левый сегодня практически весной, вот в конце марта, уже попадем сюда, и, значит, сюда может доставляться и бетон товарный для того, чтобы уже начать бетонировать опоры. Мы передали также имеющую у нас территорию порядка 17 гектаров для того, чтобы они могли там расположиться, свой городок построить там. Это у нас на левом берегу, которое строительство мостового перехода. На правом берегу также ПАО «Казаноргсинтез», имея там земельные участки, тоже порядка 8 гектаров, передал подрядной уже организации, 9-му мостотряду, филиалу акционерного общества «Мосты и дороги», для строительства, начала строительства с правого берега. Но это уже правый берег Волги, район населенного пункта Гребени, Верхнеуслонского района. Именно здесь будут встречать мост, который, условно говоря, соединит левый и правый берег, Лаишевский и Верхнеуслонский районы. Как вы видите, работы здесь идут также полным ходом, много техники, оборудования. Для строительства этой трассы будут предусмотрены временно-технологические проезды. Это в первую очередь это развитие инфраструктуры. Дальше все излишки материалов грунта, которые сегодня в рамках проектно-изыскательских работ образовываются, помогут привести в нормативное состояние участки карьеров, эрозии почв муниципальных районов. Это тоже также закладывается в проект. Оказывается, и такое бывает. Трассы еще нет, и даже непосредственно ее строительство по факту не началось, а эффект для республики, ее районов уже есть. Так называемые временные подъезды, дороги, причальные стенки становятся неотъемлемой частью инфраструктуры наших районов и населенных пунктов. Разве и могла рассчитывать деревня Гребени, которую принято было считать бесперспективной, на собственную автодорогу с твердым покрытием? Да нет, конечно. А тут и дорога, и новые перспективы. И все благодаря М-12 и ее строителям. Расположение данной дороги согласовано с местной администрацией, и планируется в будущем эта дорога останется для нужд местного населения, для жителей поселка Гребени. Благодаря тому, что и через наш район будет проходить дорога М-12, сегодня не только это будущие рабочие места, возможность развития экономики района,
но и возможность сегодня решить те проблемы, которые мы не могли решить десятилетиями. На этой неделе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел выездное совещание по вопросам строительства скоростной автомобильной дороги М-12. Совещание прошло на строительной площадке на территории Верхнеуслонского района. Рустам Минниханов подчеркнул, что проект является приоритетом для Татарстана и России в целом. Сроки строительства сжаты, и трассу нужно построить фактически за 3 года, до 2024 года. Поэтому президент призвал всех оказывать стратегическому проекту М-12 всяческое содействие. Объект уникальный, никаких сбоев не должно быть. Вот глава здесь, это объект, эта дорога нужна нам. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Безусловно, наша жизнь – это постоянный выбор. И всегда важно помнить, что каждое наше действие, каждое слово, каждый наш выбор может повлиять на будущее и изменить его. И это, увы, не пустые слова. Более 2,5 лет прошло с того момента, как в наших общеобразовательных учреждениях в соответствии новому закону был введен новый предмет «Родной язык». Депутаты Госдумы в момент принятия этого судьбоносного решения давали обещание, что этот закон и, соответственно, новый предмет направлен на усиление внимания государства к проблеме родных языков. Действительно, теперь по законодательству каждый человек имеет право изучать свой родной язык. Дети в соответствии с закону о родных языках теперь не обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным. Я хочу вот именно этот момент особенно подчеркнуть. То есть, если ты татарин, то в качестве родного языка для изучения ты можешь и должен выбрать, казалось бы, татарский язык. И по федеральному закону школа должна создать для этого для тебя все условия, вне зависимости от того, на территории какого региона ты проживаешь. Для этого родители должны написать письменное заявление со своим решением. Есть, конечно, определенные нормы, сколько человек должно собраться в классе для того, чтобы можно было бы вести обучение. Но это не главное. Главное – это право каждого гражданина на изучение своего родного языка и точка. Казалось бы, справедливо. Безусловно, справедливо. Но закон в России, как известно, как дышло. Куда повернул, туда и вышло. К примеру, в Татарстане татарская общественность как раз и была обеспокоена тем, что из-за этой искусственной процедуры якобы добровольного выбора родных языков сами родные языки могут или перейти в факультативную часть, или же вовсе выбыть из обязательной школьной программы. И вы знаете, их опасения оказались не напрасными. Подробности в репортаже Эльзиры Юзаевой. Лучшие учащиеся школы на доске почета одни татарские фамилии. Просто в этой средней школе поселка Мариец, что находится на границе с Татарстаном в Марийской республике, более 80% учащихся – дети татарской национальности. А татарский язык? Не родной язык, он просто как, не сказать же государственный. Интегрированный. Да, интегрированный курс. 1 час в неделю. С такими темпами, учителя сами говорят, далеко не уедешь. Для изучения родного языка эти объемы преподавания, безусловно, ничтожно малы. Но ввести татарский язык в качестве родного языка с 3 полновесными часами преподавания, со статусом обязательного предмета в этой школе, администрация признается, не смогли. Так как 100% родителей именно татарской национальности в качестве родного языка почему-то не выбрали язык матери. И у школы есть вещественное доказательство. Это хранящееся в личном деле каждого ученика собственноручно подписанное заявление законных представителей. У вас родной язык, русский язык, то есть 100% все родители выбрали родной русский. Бізге дұрысырағы меңа анын турында әйткән кіші булмады. Андай нәрсә турында сұраған кіші булмады менә миңа. Мен аптырап қалдым, шуңа жауап бере алмыйм инде. Сіз гариза язмадыңызмы ни? Мен хәтерләмим андай гариза язганымны. Сезнең менә туган телегез рус телеме? Ничек уйлыйсыз сез? Юк, безнең туган тел татар теле. Ни өчен сайладыгыз алайса рус телен туган тел буларак? Без аны сайламадык. Без бит алар үзләре урыс мәктәбендә укыганга күрә, алар шулай укыталар инде аларны. Без сайлаганга түгел бит инде ул. Сез алайса гариза язмадыгыз бөтенләй. Мин хәтерләмим гариза язганны. Сез андый гариза язмадыгызмы? Юк, язмадык.
туган тел буларак рус телен, выбираю русский язык в качестве родного. В деревне Дружино, что находится всего в 5 километрах от школы, родители в полном недоумении. От нас они услышали впервые о каком-то заявлении с выбором родного русского языка. То ли не писали, то ли писали и забыли. Попробуй теперь разберись и докажи свою непричастность к этому судьбоносному решению. Кто в этом случае виноват и что делать? Возможно, администрация школы воспользовалась этим молчаливым согласием родительского комитета. Возможно, никто этим родителям не объяснил их право на получение образования по родному татарскому языку. Возможно, никто не увидел и не пресек нарушение требований государственных образовательных стандартов, если, конечно, они имели здесь место. Ничегінде бір сағат татар тілі дәрісі жетсін. Бірнешекте бір сағат дәріс жетпей ол. Нинди фан болса да бір сағат жете тұрған түгел ол. Ол бұлырға тиеш, ең кемінде 3 сағат. Әлі ұнықлар урыс мәктәбендә инде, хәзер татарчаны ипи белән суны белсәләр ярый инде. Менә шул хәзер шуңа калып барабыз. Вопрос выбора родного языка – это вопрос сугубо личный. А в случае со сложившейся ситуацией в республике Марий-Эл мы вообще не уполномочены, как и любые другие татарстанские органы, задавать такие вопросы ни школьной администрации, ни районному руководству, ну уж тем более не республиканскому. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Но кто же тогда будет защищать права татар, проживающих на территории других регионов, кроме самих татар? Мы напрямую с министерством работать как таковой не можем, потому что мы не органы исполнительной власти. Поэтому здесь мы можем просто руководствоваться хорошими отношениями. По словам заместителя руководителя исполкома, Всемирный конгресс татар – это общественная организация, их предложения могут носить сугубо рекомендательный характер. То есть республика может действовать методом увещевания, убеждения и не более того. Конечно, чайная дипломатия не гарантирует быстрый результат, но другого национальным регионам пока не дано. Законом регламентировано изучение родного языка. Мы должны грамотно найти те нити, за которые мы можем дергать, и чтобы изучать родной язык в регионах. Сколько детей татарской национальности сегодня изучают или же не изучают родной татарский язык? Как этот язык поддерживается региональными властями? Эти данные, безусловно, имеют важное значение для народа, 75% которого расселено по всей территории России. Такой статистики у Татарстана нет. По сути, такую статистику по родным языкам должен собирать федеральный центр, который обещал параллельно с законом создать специальный фонд поддержки родных языков. А пока судьба языков народов зависит от лояльности региональной власти и обычной школьной администрации. Сложно провести четкую грань между двумя соседствующими регионами, но мы все-таки постараемся сделать эту условную черту. Предположим, что на этой территории находится Татарстан, а здесь Марийская республика. Так вот, неоднородность национального состава населения – это и есть характерная особенность таких вот приграничных территорий. То есть на территории Марийской республики есть деревни с преобладающим татарским населением, и на территории Татарстана есть марийские, чувашские, удмуртские деревни. Так вот, забота по сохранению и развитию родных языков как раз и ложится на плечи того региона, где этот народ проживает. Этот поселок Цепья в Татарстане граничит сразу с несколькими республиками. В местной школе в качестве родного изучают не один и не два, а 3 языка. Это удмуртский, татарский и марийский. По учебному плану ФОГОС мы изучаем родные языки в объеме 3 часов. Да. Именно вот эта многонациональность нашей школы – это наша сила. Есть такие классы, например, в 3 классе 1 ученик и в 1 классе 1 ученица. Но, несмотря на такое количество, все равно преподаете этим детям родной язык. Да, здесь в нашей школе каждый ученик изучает свой родной язык. Школа, а точнее учителя, самостоятельно решают вопросы с учебниками по родному языку. Так, к примеру, вот эта хрестоматия по удмуртской литературе была выпущена в 1994 году, 27 лет тому назад. Все дело в том, что благодаря тем же самым требованиям федеральных образовательных стандартов все учебники по родному языку должны быть внесены в федеральные списки учебников. Без внесения в эти списки школа не имеет права их приобретать. Татарстан уже внес 43 учебника
учебника по татарскому языку и литературе. Учебники по марийскому и удмуртскому языкам в такой список, увы, до сих пор не внесены. А это значит, что детям придется учиться по этим старым книгам до скончания века. Уровень снижается, уровень знаний, владения снижается. И намного, кстати. У детей? У детей. Вот те, кто приходит сегодня в школу, они уже знают хуже, чем те, которые, например, выпускники, да? Они понимают, но не говорят. А ведь кто-то утверждал, что жить станет легче, станет веселее. А новый закон, как убеждали нас, расширит возможности для изучения родных языков многонациональной страны. Хочется верить, что критики этого закона, которые утверждали, что все эти нововведения могут поставить под удар языковую и культурную самобытность народов, в итоге окажутся неправы. И все это лишь последствия переходного периода, который уже затянулся на 2 с лишним года. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Верить надо. Если вера есть у матери, ребенок всегда встает. Важно не зацикливаться на самой проблеме, а искать выход из сложившейся ситуации. «Я смогу». Марат Ильясов, татарстанский Ник Вуйчич и целый мир для тех, кто однажды потерял надежду. Рустам Минниханов встретился с министром экономики Эмиратов. Встреча прошла в рамках рабочего визита президента в Абу-Даби. В эти дни прошла международная выставка вооружений и военной техники. Татарстан планирует развивать всестороннее сотрудничество с этой страной, в частности по линии КАМАЗа и Зеленодольского судостроительного завода. 23 февраля Рустам Минниханов поздравил юных защитников Отечества суворовцев. В Казанском Суворовском училище президент отметил, что сегодня Россия обладает самым современным вооружением, способным защитить страну, но главное в армии – это люди. На торжественном мероприятии президент, обращаясь к курсантам, выразил уверенность: если Родину будут защищать такие суворовцы, за страну можно быть спокойным. 24 февраля в Казани состоялось заседание Совета директоров Татнефти под председательством президента Рустама Минниханова. На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета за январь, утвердили бюджет на март. Также целый ряд инновационных проектов рассмотрел Совет директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Его провел Рустам Минниханов. Среди экологичных предложений – переработка вспененного полистирола. Азнакаевский район посетил премьер Алексей Песошин для участия в итоговой сессии района. Несмотря на сложный год, все программы азнакаевцы реализовали. Собрали рекордный урожай 175 тысяч тонн зерна, увеличили и производство молока. Удержать такие показатели поможет открытие мегафермы на 2000 коров. Рустам Минниханов провел первое заседание комиссии Госсовета России. Напомним, что президент является руководителем по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда. Обсуждали вопрос развития и строительства ипотечного жилья. Ипотека недоступна для 50% населения, поэтому снижение ставки – это бесспорный прорыв, считают эксперты отрасли. Рустам Минниханов встретился с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым. Встреча состоялась в Москве. Стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних кыргызско-татарстанских связей. Напомним, что Садыр Жапаров был избран 10 января в ходе досрочных выборов главы государства. 28 января состоялась инаугурация нового президента Киргизской республики. В четверг президент принял участие в общем отчетном собрании представителей потребительских обществ и кооперативов республики. Гости ознакомились с представленными на специализированной выставке образцами продукции потребительских обществ и кооперативов. В завершении встречи состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве Татарстана, Центра Союза России и Союза организаций кооперации республики. В Лениногорском районе прошла итоговая сессия, в ней принял участие Фарид Мухаммедшин. В ходе сессии выяснилось, что в районе уменьшилось поголовье скота, не хватает узких специалистов в сфере медицины. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитет опустился сразу на 9 позиций и занимает 21 место. В пятницу президент Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с руководством компании «Комплант». Это крупная китайская корпорация, известная своими проектами в разных странах мира по таким направлениям, как транспорт, электроэнергетика и экология. Рустам Минниханов подчеркнул, что республика придает большое значение расширению связей с Китаем, которые направлены на укрепление российско-китайских отношений. С руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой встретился президент республики. Они обсудили вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, развития республиканского центра «Сириус».
Елена Шмелева также приняла участие в заседании Координационного совета по развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи республики. На этой встрече в том числе собрался попечительский совет Татарстанского центра «Сириус». Фарид Мухаммедшин посетил Ютазинский район, он осмотрел ряд предприятий и социальных объектов, принял участие в заседании районного совета по итогам прошлого года. В рейтинге социально-экономического развития ютазинцы поднялись на 7 позиций и занимают 30-е место из 45. Итоги работы в пятницу озвучили на заседании арбитражного суда Татарстана. В коллегии принял участие президент республики. Как отметили, на заседании пандемия повлияла и на работу арбитражного суда. Так, в связи с уходом на самоизоляцию и федеральным мораторием на банкротство рассмотренных дел стало меньше. Поменялась и тематика судебных споров. Из задач обозначили необходимость развития процесса мирного урегулирования споров. Очень хочется, несмотря на такую очень тяжелую вот эту пандемию, которая надвинулся на мир, быстрее закончить его, этот проект, запустить. Тот факт, что в Таифе говорят не о выживании в этот трудный для всех период, а о росте, запуске новых мегапроектов, внушает сдержанный, но все-таки оптимизм. Однако председатель совета директоров компании Альберт Шагабудинов хочет почти невозможного – не замечать кризис как таковой. И эта его энергия, заряженность на успех, кажется, передаются за тысячи километров. На обратной связи с ним и его коллегами давние партнеры из Германии, команда Siemens Энергетики во главе с Кристианом Брухом. Татарстанская сторона также представлена солидно. Руководители АО «Таиф» из Казани, команда «Казань-Оргсинтеза», Нижнекамск нефтехима и энергетической компании ТГК-16, также входящей в группу «Таиф». На повестке важнейшие вопросы реализации стратегических в масштабах всей страны проектов. Строительство нового этиленового комплекса и энергетической установки мощностью 495 мегаватт в Нижнекамске. Альберт Шагабудинов делится свежей информацией. После недавнего осмотра производственных и строительных площадок есть что обсудить. Первое. Нужно добиться не почти идеального, а реально идеального порядка в работе. Ни больше, ни меньше. Причем это обращение и к своим коллегам из Нижнекамска, и подрядчикам иностранным компаниям. Со всей серьезностью принимаем ваши замечания. Второе, отмечает Альберт Кашафович, нужно провести полную инвентаризацию поставок оборудования на площадку этиленового комплекса. Что было, что нужно, что поставлено, что дополнительно, если надо ли закупить, и когда он будет поставлен. И чтобы к 15-20 марта, к следующей встрече, у нас полностью была ясность по комплексу этилен-600. Ситуацию постоянно держат на пульсе и в самом Нижнекамске. Генеральный директор Нижнекамск нефтехима доложил, что уже прибыло и прибывает буквально в эти дни на площадку ЭП-600. Я хотел доложить, что в объем поставки Siemens 3 компрессора было. Пирогазы, этиленовый и пропиленовый хладоген. Они поставлены в полном объеме, замечаний нет, уже на площадке. Разговор, как обычно, был открытым, принципиальным и откровенным. Ну, естественно, были обсуждены поставки оборудования производства Siemens Energy на проекты этилен. К слову сказать, что все основное оборудование, которое Siemens Energy должен был поставить в рамках реализации этого проекта этилен-600, оно поставлено, находится на площадке. Решили еще раз выверить заказные спецификации. Что касается энергостанции в Нижнекамске, здесь вполне уместно говорить о выходе проекта на финальную стадию, и тем не менее стороны обратили внимание на то, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Принципиальная задача – осуществить запуск БГУ ТЭС как можно быстрее. Это не только огромная выгода и польза для Нижнекамска, причем как экономическая, так и экологическая. Предполагается, что основным топливом для станции станет водородосодержащий синтетический газ, который раньше сжигали. Это выгодно политически, как подчеркнул Кристиан Брух. Запуск такой мощной станции в год российско-германской экономики и устойчивого развития будет весьма символичным. Также соглашусь с вами в той особой политической значимости этого проекта. Я очередной раз выражаю свою огромную благодарность и уважение господину Кристиану и его лице всем работникам Siemens, что нас Бог свело с такой хорошими людьми и хорошей компанией. Проект, он будет реализован и будет реализован с наилучшим качеством, на наилучших технологиях и, соответственно, в установленные сроки. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней.
Продолжаем программу. Татарстан, безусловно, привлекает жителей других регионов России и не только в качестве экскурсионного маршрута. Многие решают связать свою дальнейшую жизнь с нашей республикой, бросают все и переезжают. Конечно, нас только радует, что мы живем в таком благополучном регионе. Но, к сожалению, некоторые люди используют это в корыстных целях, наживаются на доверии. И нередко бывает так, что люди уже отчаялись и обращаются к журналистам за помощью в поиске справедливости. На электронную почту нашей телекомпании пришло письмо от Марии Игнатьевой, ныне живущей в Высокогорском районе Татарстана. «Хочу обратиться к вам в редакцию с просьбой о помощи, так как больше не знаю, что делать», – пишет она. Мать двоих детей, сирота, уроженка Ямало-Ненецкого автономного округа, продала свое сиротское жилье и переехала сначала в Кировскую область, затем решила перебраться в Татарстан. И даже нашлись, как ей тогда показалось, добрые люди, пообещавшие построить ей дом своей мечты. Но получилось так, что теперь живет она на съемной квартире, без денег от продажи прежнего жилья и без надежды на справедливость. В полиции, прокуратуре и суде Высокогорского района она частый гость. Зуфар Давлешин выяснял, есть ли шансы восстановить справедливость. Эта история больше напоминает то, что происходило в нашей стране в 90-е годы уже прошлого века, когда одни, веря на слово, отдавали деньги, другие их забирали, и часто вместе с тем самым словом. Впрочем, еще в начале 20 века Ильф и Петров подробно описали жизненные принципы основателя конторы по заготовке рогов и копыт. Я сын турецко-подданного, следовательно, потомок янычаров, а янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям. Теперь подробнее и по существу. Вот женщина Мария Игнатьева, которая за лучшей жизнью приехала в Татарстан и деньги свои отдала мужчине, которого подруга порекомендовала и который дом построить обещал. Вообще изначально он обещал вот этот дом, он говорит, он сруб, он разбирается, как бы собирается сруб можно, что изначально вот этот вот дом он должен был мне перенести. Как бы по сути я покупала этот дом, 160 квадратов. А вот дом в деревеньке Калинина в 6 километрах от Высокой горы, где Мария и две ее дочери 12 и 5 лет прожили около года. На тот момент без водоснабжения, с удобствами во дворе и самодельным газовым отоплением, которое от холодов мало помогало. Постоянные были пьянки, гулянки, что мне вынуждено просто... Такое ощущение было, что просто меня уже выживают оттуда. Год прошел, 1,5 года прошло. Вот мне потом дали, как бы знакомый дал участок, говорит, постройся, ну хотя бы, говорит, там. Он говорит, у меня вот есть готовый материал на 80 квадратов на дом. Давай его поставим. Я говорю, хоть что уже. А это тот самый участок, на котором в итоге решили построить новый дом на территории садового товарищества Туган-Як. Подъездных и пешеходных путей зимой нет. По итогу Раис просил у меня еще 150 тысяч, чтобы ему не на что было поставить фундамент. Хотя он мне говорил, там я тебе и баню сделаю, и все, в Туган-Яке там все будет хорошо. Фундамент поставили, когда я приезжала с милицией, вот все это дело смотреть, они сказали, что ну просто первая зима у тебя, все это развалится. Этот фундамент, он вообще, говорит, ну не предназначен для дома. Мария еще в процессе работ выражала свое недовольство, видя, в каком виде и из какого материала растет эта постройка за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Что такое жилой дом? Это строение именно для проживания людей. И согласно действующему законодательству, любой объект недвижимости неразрывно связан с земельным участком, на котором находится данный дом. Если это дом, то разрешенное использование земельного участка должно быть ЕЖС. А вот расписка, которую написал тот, кто построить обещал. В ней указано, что деньги получены, и дом должен был появиться в конце сентября 2019 года. Была даже схема, нарисованная Марией, как должны были располагаться помещения в доме. Но договор не был подписан, и схема так и не стала проектом. Это строительство, оно даже вот нигде его нет на бумагах. Я вот ходила в рекпалату, они говорят, ну он переоформит участок. А вот эта вот постройка. Он же просто как бы строил, он даже не брал никакого разрешения на строительство, вообще ничего. Мы ее как с неба возьмем, вот эту всю постройку. Вот заявление в районный суд о взыскании долга с Раиса Галиуллина, поданное в декабре 2019-го. Оно оставлено без движения, так как не была оплачена госпошлина в 19 700 рублей. В мае 2020-го были обращения в районную прокуратуру и отдел МВД. В возбуждении уголовного дела по факту мошенничества отказано, так как постройка все-таки есть. А вот постановление судьи Высокогорского районного суда от 3 декабря 2020 года о наложении ареста на транспортные средства должника. Вероятно, что вот это та самая техника, которая, похоже, уже давно превратилась в недвижимость и стоит у дома в деревне Калинина.
И 24 декабря другой судья снова выносит определение об оставлении без движения заявления Марии Игнатьевой о взыскании долга, опять же потому, что не уплачена госпошлина. А вот, собственно, тот самый Раис Галиуллин. В открытых источниках он значится как учредитель ООО «Райстрой». Организация зарегистрирована в сентябре 2009-го, ликвидирована в октябре 2019-го. Сейчас Раис Галиуллин зарегистрирован как глава крестьянского фермерского хозяйства. Мы даже практически договорились с ним о встрече, предварительно обсудив тему разговора. Алло, добрый день, Раис Анварович, да? Да. Некий у вас там конфликт такой произошел с Марией Игнатьевой, да, по поводу того, что она дала вам денег на постройку дома. В итоге, говорят, ни дома, ни денег. Так ли это? Зачем? Нету, построили дом, все. Раис Анварович, а может быть мы с вами сможем как-то встретиться, чтобы не по телефону уж, а имя в камеру записать тоже? Все ваше мнение, чтобы не было там с одной стороны только. Так, да я в городе буду, пересечемся где-нибудь в ресторане, где-нибудь в кафе сядем. Ну, думали, может быть, там прямо на месте, стройки где-то. А сейчас вы не проедете же? Ну, хорошо, я тогда предварительно планирую на 10 часов в четверг. Все, давайте. Спасибо. Но в назначенный день телефон был отключен. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Мораль этой истории такова. Во-первых, не стоит верить на слово, когда речь идет о больших суммах. Как говорится, отдаем руками, забираем ногами. Договор нужен, пусть даже самый простой, но в нем должна быть указана подробная информация. Должна быть какая-то смета, должно быть распределено все виды услуг и цены их. Что входит в эти 2 300 000, стороны не оговорили. То есть в данном случае должен быть предмет договора, сумма договора и сроки выполнения работ. Предмет – это если конкретно какой-то объект, если это из дерева, то какого дерева, размеры. Но при этом подрядчик любой должен понимать, что когда он принимает денежные средства, если он не оговаривает все условия, при котором он должен был построить этот дом, более того, в последующем он не возвращает эти денежные средства, то он должен задумываться о том, что могут усмотреть в его действиях и действительно обман и мошеннические действия. То, что он выстроил вот этот дачный домик, это сторонами не оговаривалось. Это он сделал на свой страх и риск. Конечно же, любой суд, он не примет какие-либо показания, а примет только экспертизу, которая определит, пригодный дом для проживания или непригодный, не соответствует ли он там СНИПам, ГОСТам и так далее. Аналогичное, скажем так, объявление. 150 квадратов на 10 сотках стоит 2 300 000 рублей. Но это полностью меблированное, с септиком, то есть совсем уже необходим для того, чтобы можно было заехать и жить. Будем надеяться, что правоохранительные и судебные органы еще раз обратят внимание на эту ситуацию и разберутся. Будем считать все показанное обращением к этим органам. Должна быть, не знаю, какая-то справедливость. Почему я с детьми должна снимать квартиру, жить без жилья, у детей нет крыши над головой, а человек, живет себе припеваючи. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Широкая улыбка, море энергии, а еще вера в себя и свои безграничные возможности. Таким они видят его, человека, который стал символом надежды для сотни отчаявшихся. Кто-то называет его татарским ником Вуйчичем. Марат Ильясов, когда-то самый обычный парень из города Бавлы, был лишен возможности двигаться после страшного ДТП. Он был прикован к постели, ему говорили навсегда, но он нашел в себе силы подняться и пойти. Ему говорили невозможно, а он только пожимал плечами. А ведь когда-то Марат Ильясов не видел смысла жить, но теперь дарит этот смысл всем тем, кто в нем так нуждается. К нему стали приходить люди, а он учил их идти и не сдаваться. А потом их нуждающихся стало так много, что ему пришлось поступить на медицинский факультет, открыть свой реабилитационный центр и разработать комплекс тренажеров. Диляра Юсупова о человеке, ставшем собой не благодаря, а вопреки. Как так получилось, что этот медленно идущий человек так быстро стал целым миром для всех тех, кто однажды потерял надежду? Надежду, на которую он сам никогда не делал ставки, но именно к ней ему пришлось обратиться, чтобы попытаться стать счастливым. Я помню, я открыл глаза и увидел красную кабину КамАЗа. Мы столкнулись, и все, я потерялся, потом опять очнулся. Я лежу, и белый потолок, больницы.
Это был 2006 год, лобовое столкновение с КАМАЗом, изменившееся лицо врача и приговор «Вы никогда не сможете ходить». Он не верил и строил планы на будущее, но окружающие твердили «Оставь мечты, это не изменить». И только мама, которая всегда была рядом, вселяла бесстрашие. «Ты не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь». Всегда у меня перед глазами стояло его, как он с работы приходит. Он как через окошко мне машет руку: «Мама, я приехала». Верить надо. Если вера есть у матери, ребенок всегда встает. Вот это я поняла. Почти 1,5 месяца, 2 месяца лежу, тут он меня поднимает. Я буквально 2-3 секунды, и у меня глаза начинают как бы закрываться уже, я начинаю терять сознание. Они меня опять ложат и говорят: ну, слушай, ты выдержал 2 секунды, ты обязательно встанешь. И он решил пробовать и стал тренироваться 10 часов в день. Как большинство людей в такой ситуации, он был уязвим и отвергал любую помощь в своем стремлении стать как все. 2 года почти не спал по ночам, мучили мысли. И в какой-то момент его и так неустойчивый мир едва не рухнул. Он почти сдался, но... Я не мог никак не поднять руку, если даже то есть я лежу, ни физически, ни умственно я изначально этого сделать не мог. Но после 2 месяцев такой тренировки, как раз у меня зашевелился первый палец. Я чувствую вроде какое-то шевеление. И я говорю: мам, я говорю: посмотри-ка, я же лежу, я не вижу. Я говорю: неужели палец шевелится? Она такая: да, говорит, он. Уже позже в немецкой клинике ему не поверили, что рентген-снимки его. Операцию в Германии делать отказались. Сначала он расстроился, но потом решил, что перед ним выбор – злиться на то, чего у него нет, или быть благодарным за то, что есть, и использовать это. Он поступил на медицинский, к нему стали обращаться люди. Он принимал их на маленькой квартире, а потом еще и еще. Каждому хотелось получить свою порцию чуда. Мужчина, 42 года, он 17 лет был на коляске. Сейчас он тоже начал ходить. То есть, когда я увидел, как он на коляску запрыгивает и спрыгивает, я не знаю. И в глазах у него жизнь сейчас бьет ключом. «Я смогу» – так называется новый реабилитационный центр, куда приезжают люди с самых разных уголков. «Ты сможешь», – говорит он теперь тем, кто смотрит на него во все глаза. Те, кто, как и он, за полгода смогли встать на ноги, научились самостоятельно открывать дверь и просто поверили в ценность собственной жизни. Постепенно занимались. И в этом году я уже могу ходить так на лыжах. Я раньше вообще не могла, даже боялась сюда подойти. Левой рукой держу. Раньше не мог. Равновесие лучше стало. Координация, все. Он каждому из нас дает надежду, что все это временно, будет положительно. Здоровье, как говорится, меньше грустить, больше улыбаться, радоваться жизни. Это зал авторских тренажеров. Марат разработал их сам, чертил чертежи, придумывал им имена. Предприятие попросило большую сумму за их производство, но, узнав о его истории, снизило цену в 3 раза. За всю свою деятельность он выиграл 5 грантов, получил поддержку администрации города и дважды встретился с президентом. В прошлом году Рустам Минниханов вручил ему именную премию и пообещал приехать в гости. А уже в этом сдержал обещание. Лично протестировал тренажеры и предложил поддержку. Целое конструкторское бюро не сделает то, что Марат сделал, и уже патентует, мы поможем ему запатентовать. Человек, который имеет внутри себя стержень. И многим надо поучиться у него. Как жить, для чего жить, как можно ставить цели, как добиваться этих целей. То, что с ним приключилось, он вспоминает как всего лишь второстепенное событие, из которого вынес главный урок. Пока ты борешься с внешними обстоятельствами, внутри стоит остановиться и понять. Совсем не обязательно быть нормальным, когда можно остаться с собой. Мне в жизни очень сильно повезло. Я себя считаю очень счастливым человеком. Важно все-таки не зацикливаться на самой проблеме, а искать выход из сложившейся ситуации. То есть надо принять
то, что произошло. Ведь это ты уже не изменишь. Вам удалось принять? Я считаю, что все-таки да. На экране вы видите координаты центра «Я смогу». Вы можете обратиться за помощью, если вы созрели для того, чтобы смеяться, когда тяжело, и верите, что неудача еще не конец. Диляра Юсупова, Андрей Мохов, 7 дней. В 139 школах в сельской местности и малых городах Татарстана открылись образовательные центры «Точка роста». Здесь в рамках национального проекта образования созданы и оборудованы кабинеты технологии, информатики, ОБЖ, а также шахматные зоны. Такие центры оснащаются компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Это дает школьникам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Уже сегодня больше 3000 детей республики посещают кружки по шахматам в данных общеобразовательных организациях. Планируется дальнейшее открытие центров «Точка роста». К 2023 году будет функционировать 347 таких школ. Татарстанское отделение партии «Единая Россия» пошло еще дальше. Решено оборудовать шахматные зоны в сельских школах республики, не попавших в программу образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И шахматы, по плану единороссов, должны захватить умы не только старшеклассников, но и всех учеников начальной школы. Азнакаевский район – один из первых, который обеспечил 100% охват школьников возможностью овладеть шахматами. Игрой, в которой при разумном подходе самая мелкая и ограниченная в движениях фигура может стать самой главной. В порядке боевом фигуры стали, трубит трубач, и слышен барабанов бой. Столицей для шахматных баталий сегодня стал поселок мой. Тальбат, Винник, Чебурданидзе, Карпов, Каспаров, Галямова. Когда-то эти фамилии звучали не реже, чем фамилии хоккеистов и футболистов. Их, пожалуй, знал каждый советский школьник. Если дети стремятся, если это действительно игра, которая помогает ребенку развиваться, игра, которая развивает очень многие положительные качества у ребенка, в том числе стрессоустойчивость, в том числе стремление думать, анализировать, предвидеть, побеждать. И вот «Единая Россия», проанализировав этот, в общем-то, поток информации, важный, нужный, необходимый для наших детей, для нашего подрастающего поколения, взяла на себя обязанность обеспечить шахматными зонами все школы, где сегодня их нет. Планировалось, что 100% шахматный охват школ Татарстана должен произойти к началу нового учебного года. Но эта идея так понравилась и местным властям, и коммерсантам-меценатам, что движение стало очень активным в районах. И вот уже и в Лаишевском все школы обеспечены возможностью приобщиться к этой интеллектуальной игре. А по данным на 26 февраля по республике открылось 100 таких зон, без учета центров с названием «Точки роста», которые заработали в предыдущие годы. Мы будем устраивать турниры школьные, это обязательно в наших планах есть, и будем в соревнованиях участвовать. То есть полностью организацию эту работу мы будем проводить как в районах, так и участие в республике обязательно. Открытие шахматных классов и уголков стали торжественным мероприятием, во время которых уже не просто планы строятся, а конкретные действия предлагаются. К примеру, вот ударили по рукам вице-премьер и глава Лаишевского района. Надо на кубок главы объявить олимпиады школьные и по классам. Вот. Это же все. Если я готов выделить приз 30 тысяч рублей. Все, приз ежегодно. Шахмат – это действительно древнейшая уникальная игра, которая развивает командный дух, развивает логику, системность мышления. Здесь нужно очень хорошо работать мозгами, нужно очень много думать над каждым ходом, чтобы в дальнейшем выиграть. Шахматная зона действительно привлекает. Шахматная зона воспитывает детей, развивает логическое мышление и немножечко отрывает от интернета. Предполагается, что дети смогут научиться и играть в шахматы на переменах, после уроков, когда ждут родителей, да и просто в свободное время. Собственно, это должно объединить разные поколения школьников, старшие будут учить младших. Ожидается, что и родители подключатся. Начал я с детства. Первую игру сыграл с папой. Он научил меня этому. Таканышский край у нас
из давних времен славится своими шахматистами. У нас был Ганиев Дамир, Ганиев Эмир Ганиевич. Он очень сам любил шахматы играть, очень много он привил людям, чтобы они шахматы играли. И вот сейчас в последнее время очень много у нас шахматистов. Ну, то, что вот сегодня вот подарили шахматы, часы, я думаю, это еще даст большой толчок, чтобы как можно больше людей играло в шахматы. Плюс еще в доступности этой одновременно игры, науки и искусства. Стол, 2 стула, доска, фигуры и часы, собственно, все, что нужно. И места много не занимает, а выиграть может иногда и новичок у более опытного. Шахматы помогают приводить ум в порядок. На данный момент я в таких больших турнирах не участвовал, но в будущем планирую развивать свои навыки и участвовать в подобных турнирах, соревнованиях. Шах. Да, сегодня он потерпел поражение, но это же сегодня. Но завтра-то будет следующая партия, и в этой партии уже можно победить. Предполагается также, что всех учителей начальных классов будут обучать этому мастерству, а за освоение шахматной науки и обучение школьников обещают доплачивать. Единая Россия правильно выбрала как направление помощи подрастающему поколению, помощи нашим образовательным учреждениям. И это вообще наш вклад в национальный проект образования. Без БРГ, без Булдра, действительно, когда мы объединяемся, мы можем, у нас получается. Зуфар Давлетшин, Рамиль Шайдулин, Роман Безменов, Ильшат Мухаметов, Ландыш Бабаниязов, Фаиль Шейхуддинов, Геннадий Суворов. 7 дней при содействии телекомпании «Мамадыш ТВ». На этом у нас все. Сегодня последний день зимы, и я надеюсь, что весна подарит нам больше позитива и хорошего настроения. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Как бы зима ни сопротивлялась, но придется ей передать свои полномочия весне. По данным сервиса Яндекс.Погода, в первый день календарной весны сохранится морозная, но ясная погода без существенных осадков. На юго-востоке Татарстана в понедельник -12, солнечно. Во вторник температура повысится, синоптики обещают снег. К среде всего 0 градусов, на дорогах гололедица, будьте внимательны. В четверг и в пятницу слабый мороз. На выходных температура немного понизится, но крепкие морозы уже не ожидаются. На северо-востоке Татарстана в понедельник и во вторник будет морозно, ночью до -20, днем -13. В среду теплый и снежный циклон принесет потепление и осадки. На выходных слабоморозная погода сохранится. На улице вовсю теплится весна. Солнечные лучи нежнее и горячее. Воздух свеж, а ветер уже не такой суровый. Но расслабляться не стоит. Сейчас погода обманчива. В центральных районах в понедельник будет морозно, а во вторник синоптики обещают снег и потепление. В среду всего 0. В четверг и в пятницу 2 градуса ниже нуля, на выходных около 6 мороза. Перепады температур могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите свое здоровье. На юго-востоке Татарстана также будет холодно в первый день недели. Потом теплый циклон принесет потепление и обильные осадки. На выходных слабый мороз и снег. На северо-западе и в Казани в первый день весны будет ясно и холодно. Во вторник пройдет снег и значительно потеплеет. Местами температура будет плюсовой. На выходных немного подморозит, и также синоптики обещают снег. Встречаем долгожданную весну. В этом году она действительно долгожданная. И надеемся, что эта весна подарит нам больше теплых дней. До свидания.